Эксклюзивная выставка нумизматики «Деньги в жизни человека», приуроченная к 25-летию республики, привлекла особое внимание ребят. Школьникам продемонстрировали не только старинные монеты и купюры, но и поведали о тонкостях денежной системы. Раньше, чем появились деньги, обмен производился драгоценными металлами или камнями, золотом, серебром в основном. Вот здесь вы видите, начиная вот с древности, деньги металлические, которые были в Древнем Египте, арабские деньги, которые были в наибольшем ходу, когда еще не было российских денег. А вот там вот вы видите первую российскую монету. Здесь представлены выставки на самые разные темы: образование и становление республики, события 92 года, война и депортация ингушей. Побывавший здесь гость унесет с собой бесценный багаж знаний об истории своего народа, уверяют сотрудники музея. Они подготовили для посетителей обзорные экскурсии, мастер-классы, а также документальные и художественные фильмы. Эта акция началась в 1997 году в Берлине. И потом на следующий год распространилась по всей Европе и пришла в нашу страну. Это акция. Но почему-то, перешагнув европейскую часть России, она пришла впервые в Красноярск и другие города нашей России. И вот 4-й раз эта акция «Ночь музея» проходит в нашем музее. Министерством культуры России акция «Ночь музеев» в этом году приурочена к столетию Великой Октябрьской революции. Отношение к этому историческому событию сегодня неоднозначное. Однако отрицать его существенное влияние на развитие не только страны, но и мира в целом не имеет смысла. Наша выставка называется «За светлое будущее». Все эти люди, которые у нас здесь на данном стенде, а также представлены в портретной галерее в данном зале, это люди, которые действительно положили всю свою жизнь за то, чтобы в нашей стране наступило светлое будущее. Посетители музея сегодня смогли ознакомиться с революционным прошлым страны, а также узнать больше об участии в ней наших земляков. Но среди этих людей вы видите одного из самых знаменитых людей, может быть, даже Северного Кавказа. Это Берт Евлоев, чемпион мира и Европы начала 20 века, который непосредственно участвовал в штурме Зимнего дворца. Цель акции – разбудить в человеке патриотические чувства, дать понять, как важно помнить и ценить подвиги своего героического народа. Посетителям показали исторический фильм «Дикая дивизия» и ленту, посвященную летчику Сулумбеку Асканову. Кроме того, сотрудники музея провели художественный мастер-класс для школьников. Насыщенная программа была подготовлена и для посетителей мемориального комплекса жертвам репрессий. Самая главная задача, конечно, это раскрыть ресурсы музея и привлечь наибольшее количество посетителей, привлечь молодежь для посещения. Потому что это, наверное, почти единственная ночь в году, когда музеи открыты и доступны для посещения в вечернее и в ночное время. Так это было 23 февраля 1944 года. Материалы на эту тему заняли самую большую стену мемориала. Картины известных художников, которые при написании своих работ пропустили через себя всю боль событий того времени, подолгу не отпускают зрителя. Кроме того, 20 лет назад был заложен первый камень мемориального комплекса, и сегодняшняя акция также приурочена к этой знаменательной дате. Кроме постоянных экспозиций и временных выставок, в программу акции включили тематическую интеллектуальную игру, приуроченную к юбилею республики. Они являются главными достопримечательностями Ингушетии. Строительство первых из них относится к середине второго. Так. Это башня Ингушетии. Молодцы. 10 баллов зачисляется команде «Диагноз». Участники игры под названием «Мой край, мое отечество» разделились на 3 команды. Молодежь соревновалась между собой в том, кто лучше знаком с историей малой родины. На мой взгляд, игра прекрасно организована. И, на мой взгляд, неважно, кто победит в этой игре, каждый для себя вынесет какую-то пользу. Считаю, нужно привлекать сюда и школьников, и студентов, потому что она популяризирует знания о своей государственности, о своей республике. А к вечеру состоялся кинопоказ. Гостям представили документальный фильм «Хребет. Кавказ от моря и до моря». Благодаря разнообразию и оригинальному подходу к акции, посещаемость сегодня как никогда высокая, радуются сотрудники музея. Ночь в музее – название аллегорическое, пусть и не до утра, но до поздней ночи двери музея в республике были открыты для посетителей. Марина Муталиева, Магомед Дидигов, Новости 24.